Доброго субботнего вечера, дорогие телезрители. В эфире республиканского телевидения старая добрая программа «Один из нас», в котором сегодня мы... Достаточно редкий момент случается, когда мы говорим, один из нас становится героем, ну, скажем так, вызывает интерес у очень многих. Минувшая неделя для меня лично ознаменовалась в том, что в одной из социальных сетей, не будем называть, взрывной рост подписчиков наблюдался у нашей сегодняшней героини. Знакомьтесь, Елена, жительница, чуть было не сказал Кузбасса, жительница Хатас, пригородного поселка. У нее есть аккаунт, который называется «Смарт Дом Хатас». И мы в разгар крещенских морозов в очень плотном тумане с Анатолием Анатольевичем, нашим давним напарником, съездили в гости к Елене, да? Да. Давай начнем с ужаса. Анатолий, давай, твое впечатление. Ну, я вначале допущу ремарку. Анатолий, он дипломированный инженер, выпускник индустриально-педагогического отделения педфака. Но по специальности он хоть и инженер-автомеханик, но ближе уже к 40, наверное, годам, лет уже занимается проводкой и эксплуатацией, самое главное, системы отопления и водоснабжения. Подтверди. Да, ну это получается у меня уже почти около 40 лет уже как бы занимаюсь, интересуюсь сперва, а потом уже 30 лет уже конкретно занимаюсь системами отопления, да, теплоснабжением, ну и сантехническим оборудованием. Угу. Но называть тебя сантехником язык не поворачивается, потому что ты не сантехник, ты скорее теплотехник. Да, да, я всегда говорю, да, в принципе всех называют сантехниками. Угу. А те, кто занимается теплоснабжением, они теплотехники вообще. Поэтому это, в принципе, совсем разные профессии, хотя все связано с трубами там, туда-сюда. Ну, конечно, я до сих пор пребываю в каком-то шоке, да. Я вчера, когда были у Елены, просто зашел и просто, раскрыв рот, немножко постоял, потом только начал что-то, какие-то выводы делать. Потому что это очень такой... Ну, я встречал случаи, но здесь, конечно, это очень тяжелый случай, учитывая все в купе. Потому что, ну, начиная, наверное, я насчет строительства это еще как бы... Еще не вникал. Еще не вникал. Но то, что дом холодный, так как у меня сразу начали замерзать ноги, когда я вижу там пожилую женщину, да, мать Лены, и ребенка маленького, да, и вообще женщина одна живет, это тот случай, когда я все время говорил, да, бывают такие случаи, когда просто люди попадают в такие какие-то очень сложные передряги, когда просто невозможно ничего сделать. Получается. Но я очень рад оптимизму Елены. Да? Ну, просто я вчера говорил, что кто-то мог вообще руки опустить, да? Сбежать оттуда куда-нибудь. Нет, но она такая, человек позитивный, и старается все это как-то вывести на себе. И это сейчас пик, по-моему, морозов. Да. Потом будет полегче, и, наверное, Елене будет тоже как бы веселее, да? Еще веселее. Но сейчас очень тяжелый случай, конечно. Потому что непрофессионализм, да, тех, кто делал, это зашкаливает. Потому что здесь особый случай, да. Мы обычно привыкли, когда котел стоит газовый. Ну, да. Мы подсоединены к газовым сетям или конкретно электрический. Где в Сунтарах, там, где энергия... Где льготный тариф. Да, где льготный тариф, да. В принципе, там уже руки навили люди. А здесь вроде как центр, Хатасы, но там
пока не ожидается, именно там, где Елена живет, пока не ожидается до 2000 какого? 8-го. 28-го. Мгм. До 28-го не ожидается Газификация. газификация, поэтому ей пришлось подключаться на электро. А я все время говорю, ну, вы вообще передачи делали, да, когда с электрокотлом есть определенные нюансы, и как раз вот тот случай, что у Елены заниженное напряжение. Дефицит. Дефицит Да. электроэнергии. Конечно, естественно, она этого не знала, когда это начала все это строить. И получилось так, что просто котел пока сейчас не вывозит. И люди посоветовали, ну, советчики, поставить, конечно, твердотопливный котел. Хотя твердотопливный котел тоже требует очень большого такого, да, ну, профессионализма, хотя он уже забытый как бы. Но там есть определенные правила. Он не подключается, как обычные котлы. Потому твердотопливный, он имеет свойство Перенагреваться. перенагреваться, там остывать. И здесь уже система совсем другая и подключение другое. А у Елены подключено так, как не надо. И вот я удивляюсь, женщина, она сама топит котел, хотя никогда не топила. Сейчас углем топит, да. Котел у нее пытается вскипеть. Потом она переходит на электрокотел, делает какие-то манипуляции, насос выключает, кран закрывает. Потом, когда начинает топить, это все обратно включает. Но это такие операции, которые обычно делает мужчина профессиональный, который работает оператором котельной. Вот она сейчас вот встретилась вот с таким... Женщина-кочегар, получается. Да. Грубо говоря, женщина-кочегар, но она не просто кочегарит, она еще умудряется ездить в город работать же. С утра до вечера. Да, я бы понимал, женщина-кочегар, за это ей платят, да, и она через суток-двое приходит на смену. А тут каждый божий день, каждую божий, в 12 часов топить, 3 часа ночи подкидывать. Когда женщине спать, приводить себя в порядок, да, когда работать. Вот. И этот случай, вот зрителям хочу сказать, ну, какой-то такой из ряда реально вон выходящий. Поэтому, наверное... Нарочно не придумаешь. Да, нарочно не придумаешь. Поэтому и накал страстей, когда вот все это выявилось, поэтому и зашкаливает. Это очень просто, да. Потому что люди реагируют на это. Люди, которые вот знают, они реагируют. А люди, которые совсем не знают, еще больше реагируют. Ну, это так. Ну, это так. Да. Оговорка. Оговорка. Ага. И вот теперь я не знаю даже, что ей сказать и что ей посоветовать, потому что уже мы как бы перешли пик морозов. Остается пожелать Хорошего настроения. хорошего настроения. И давайте сейчас, конечно, попытаемся какие-то проблемы выявить, да? Уже непосредственно с Еленой. Да. Так, Елена, ну, давайте начнем. Я еще раз, я понимаю, что человек ночью там, понимаете, девушка привлекательная, мать маленьких детей, она приехала в студию, вся покрытая угольной пылью. Просто проспала. У нас время записи назначено довольно рано. Проспала. Я разбудил ее телефонным звонком, езжая все тут, потому что тему крещенских морозов я упускать не хочу. Когда началась этого, я начал присматриваться к вашей страничке, ну, где-то осенью. Осенью, когда увидел сочетание «Смарт-дом». Дело в том, что я один из носителей темы, которая называлась «Дом с умом». Не умный дом, да, а дом с умом, именно подход к строительству с соблюдением определенных требований. И вот когда я начал вглядываться вглубь проблемы, я понял, что вот как раз подошли-то не очень с умом. Да? Но эта проблема, как оказалось, она повсеместная. И это доказывает вот, взрывной рост ваших подписчиков,
которые попали в ту же ситуацию. Да. Ту же ситуацию. Давайте, вот как вы начали ДВИ, вот вашу историю вкратце. Ну, всем еще раз здравствуйте. Я многодетная мама. У меня 3 детей, 2 школьницы и 1 маленький сыночек, ему 1 год и 8. Дети учатся, ну как бы мы жили в городе, дети учатся в городе, и придется, я хотела их перевести в Хатас, они говорят, нет. Ну, в городе я их таскаю еще вот с Хатасов, да. Я вдова. И получается, вот, ну вот тема ДВИ, ну вот этот такой резонансный, да, я как вот успела, как молодая семья, до 36 лет успела, мне одобрили, я купила участок позапрошлом году, и когда я покупала участок, мне говорили, что газ будет в следующем году, типа по проекту, по плану в следующем году. Ну вот те, которые мне продавали риэлторы. А я такая, ну это надо было как-то проверить, узнавать. Я не знаю, ну я торопилась, потому что рос вообще с каждым днем все рос и рос. А как раз у меня там появились наличные суммы. И вот, ну, продавец сделала хорошую скидку. И я сразу купила за наличной. И вот, потом мне одобрили ДВИ, вот уже в 23-м году, получив одобрение, я начала искать уже застройщиков. Проект дома я сделала, ну, как бы, был у меня проект дома. Потом я, ну, как бы, с проектами туда ходила, сюда ходила, у всех цены разные. У кого-то 8 миллионов, кто-то 8 миллионов говорит, кто-то 6 говорит, кто-то 7, 7,5, ну, вот так и так. Я искала 2 месяца застройщиков, искала и наткнулась. Они мне, ну, как бы, мы с ними встретились, поговорили, они более такие, ну, как мне показалось, да, женский взгляд, ну, обычные мужчины, якуты, типа, такие профессионалы, вроде все знают. И, ну, я с ним заключила договор под ключ. Под ключ, это получается, там входит все. Вот это электричество, вот сантехника, отопление, вот это все. И да, потом заключили договор. Первый, ну там же оплачиваем мы по 3 транша. Сперва вот когда фундамент я оплатила. Потом фундамент у меня ленточный. И они у меня сделали в апреле. Или в мае. Ну так, потом строительство началось у меня с июня, где-то с середины, после 10 июня. И по договору они должны были сдать мне объект в октябре. И, ну, как всегда у нас то, так и не успели. И сдали вот объект в декабре. Ну, еще пока не сдали, потому что я акт приемки еще не подписала. Это немаловажный момент. Да. Я не подписала, потому что я еще на сантехнику сильно так внимания не обращала. Поэтому, ну, вот зимой вот до середины декабря нормально же была температура вроде как. Не как в прошлом году сразу 50, да? И как-то было, а меня все убеждали, что у меня электрокотел не выводит. Потому что у меня ток маленький, и типа ты смирись с этим, и, короче, живи, топи и электро. У меня сейчас, получается, работает 2 котла. Если поставить только электрокотел, уже, ну, начинает прохладно. Если только твердотопливным, тоже так же. И, короче, получается, у меня работает, я топлю, и плюс еще капает как там рубль электричество, да. И я вот так и не обращала внимания, я больше внимания... Почему я не подписала акт? Потому что там были недоделки по отделочным работам. Там тоже есть немало косяков. И я им сказала, вот это все пока не исправите, я акт приемки подписывать не буду. Они мне вот это все сделали, и в этот же день, в этот же вечер они от меня потребовали деньги, остаток. Я должна была по договору им оплатить при подписи акта приемки 980 тысяч рублей.
И они от меня, ну вот по телефону, вот этот момент я упустила. Ну я же доверяла людям, я же не знала, что все у меня так страшно и плохо. И они меня убеждали и сказали отправить 500 тысяч на мобильный телефон. Ну, через Сбербанк онлайн, да. И я такая, в смысле так, а остаток? Ну, потом вот акт приемки будем подписывать, там остаток, ну, дадите, вот то, которое осталось. Я такая, ну ладно, и 500 тысяч я отправила. Откуда были у меня такие деньги? Потому что я открыла счет, и остаток вот у меня же не 6 миллионов было, у меня был самострой, потому что у меня был участок. И эти деньги я положила на совсем другой счет. Угу. И с этого счета у меня там до рубля лежали вот те деньги, которые я при подписи акта приемки должна, ну, как бы сразу там же отдать, потому что я не использовала эти деньги. И я сразу отправила 500 тысяч с этого счета им, и все. И вот сейчас, потом вот история уже пошла с сантехникой. Комната вообще у меня, ну, вчера же были сами, да, как холодильник. Там минусовая температура, по-моему, да? Да. И я сплю на полу, вот с ребенком, с мамой, ей почти 80 лет. На втором этаже. И то на первом этаже невозможно спать. Ну, там дети, они там в кофте, 2-3 слоя одеяла. Нет, реально вызывает какое-то, ну, не восхищение, а удивление тем, что, Лена, вот вы про такие ужасные вещи, да, можете говорить вот с улыбкой. На самом деле, ну, вот как бы, что бы люди ни говорили, да, вот какая шумная женщина появилась в Атасах и так далее, да, но здесь очень глубинный, вот наши люди стерпят все, что угодно, да, лишь бы вот сделать шаг, достичь мечты, там, туда-сюда, отдельный дом, это же для многих очень такая мечта всей жизни получается. Да? Потом, все-таки, как человек, выросший на просторах Ангаласского улуса, наверное, все-таки больше ценишь вот это отдельное подворье. Там, и так далее. Да. Но мы же вчера как раз спрашивали, да, вот, почему тебе лучше обратно в квартиру? Квартиру почему нет? Нет, да. она говорит, уже все, это мое детище, я добьюсь. Да, да, потому что еще я вот с строителями все лето я там с ними вместе работала, с утра до вечера. Шлифовала, все шлифовала, краска, все загерметизировала. У меня снаружи нет ни одной щели. Вот я все обрабатывала, все щели вот теплым швом, герметик, да, вот 25-литровые такие большие, они даже дорогие, 12 тысяч стоят. Самая высокая точка 7 метров. Вот я там стояла, плакала и все это делала. Я плакала почему? Потому что я боялась высоты с первые дни, а потом уже привыкла и вообще там. У вас прохлада, да, и так далее. И если бы не наличие теплых полов, я думаю, что там вообще кошмар был. Да. И, Лена, меня удивил тот момент, что вот дом по горизонтали, вот мы заходим левая половина и правая половина. Да? Правая половина, она теплая, левая вообще минус градус. Да? Как так может быть-то? И тут же объем-то, он, по идее, нагревается-то более-менее равномерно. И тогда, то есть у тебя разнесение по тепловому режиму даже по горизонтали. Вот так вот. То есть это говорит, что случай очень такой тяжелый. И в чем я вижу, еще раз, почему вы здесь в студии находитесь? У нас, смотрите, начиная вот с конца прошлого года, людям, которые берут ипотеку и вкладывают ипотечные деньги в многоквартирные дома, у них есть какой-то определенный зонтик защиты. Да? У них есть эскроу-счета. То есть застройщик не имеет права, допустим, вытаскивать с эскроу, кроме как на определенные нужды. Да? Есть очень завышенные требования банков. Есть, извините меня, но управление стройнадзора, чтобы пойти и обжаловать. Это если многоквартирный дом, если больше 3 этажей и так далее. Да? В случае не с дольщиками, а с ипотечниками, которые идут на ИЖС, у них механизмов защиты практически нет. Нет. Практически нет. То есть вот здесь мы вчера спросили неофициальный комментарий у людей, которые к этому, вот Анатолий не даст соврать, был разговор. Да? Законодательно люди, которые
строят индивидуальное жилье, они не защищены, как защищены люди, которые строят в доле многоквартирные квартиры. И это надо каким-то образом ликвидировать, вот этот разрыв. В этом плане, да, вот то, что вы начали собирать народный антирейтинг строительных компаний, которые замечены в недоделках, не стремятся эти недоделки устранять, идут на, скажем так, отказ от своих обязанностей по договору, извините меня, да, для обычного гражданина 6 миллионов – это очень большие деньги. Конечно. Это миллионы. Это кровно нажитые. Мы им платим ежемесячно там, по 30-45 тысяч. 30 лет. 30 лет я буду... Это большие деньги. И здесь вот речь может идти о защите прав и средств граждан, которые вкладывают средства ипотечные в жилищное строительство, в индивидуальное. Здесь очень много может быть. То, что у вас акт не подписан, да, это большой, скажем так, плюс может быть. Но то, что вы вне акта, скажем так, проводили какие-то финансовые операции, вот через Сбербанк онлайн и так далее, это, совет может быть только один – судиться и отстаивать свои права. Потому что даже не бояться вот этой экспертизы, которая стоит определенных денег, да, потому что экспертиза все равно в любом случае выявит нарушение СНИПов. Так строить просто нельзя. И вот то, что показывала наледь на стыке, скажем, кровли и стен, это, грубейшим строительным ошибкам может, скажем, сигнализировать. Вот ваши планы какие? Что вы собираетесь делать и что предприняли на текущий момент? На меня вышли эксперты и адвокаты. Мы с ним поговорили. Должны сделать экспертизу. Экспертиза стоит 30 тысяч. Как так, у меня частный дом, и квадратура большая. И там, 30 тысяч, как бы я сейчас, не могу сразу дать. Но на следующей неделе мы уже этот вопрос решим. После экспертизы, вот акт приемки, договора, вот эту переписку, все предоставляю, документы. И вот с итогом экспертизы мы уже должны подать. Суть иска будет в чем? Возврат средств? Я же акт приемки не подписала, и я отправила им 500 тысяч. Дело вообще, иск будет не исправность строительства, что, мы это еще пока не обсудили, но я хочу, чтобы они сделали возврат вот этих средств. Но я же должна это все исправить, вот эту всю сантехнику летом, весной, да? А там сколько денег-то надо? Почему я должна за свои деньги это все делать? Вот пускай они мне возврат сделают, я от них больше ничего не прошу. Возврат средств. Возврат средств, и которые просто по закону. порвать с ними отношения и распрощаться на дух. Конечно, я им уже не верю. Я лучше сама найму таких компетентных, да, теплотехников. И за средства, которые я им должна при подписи акта приемки, я за эти деньги, это все исправлю, вот эта крыша, вот это все. Кто мне бесплатно это все сделает? Все равно все надо платить. Даже кого-то знакомого попросишь, все равно надо платить. Как так? Я не знаю. Я с ним больше работать не буду, не собираюсь. Еще один нюанс. У вас же на руках был только эскизный проект, да? Да. Не инженерный проект? Нет. Не инженерный. Вот это очень, скажем так, потому что, еще раз, в рамках ИЖС можно делать по эскизам, по рабочим чертежам и так далее, не по проекту. В случае с МКД или ИЖС определенной высоты, скажем, там, 4-этажные хоромы человек строит и так далее, обязательно наличие инженерного проекта. Проектной документации, это стоит тоже определенных денег, но у нас частники, еще раз, пытаются сэкономить на всем и, естественно, идут по более легкому пути. Вот эти моменты тоже надо будет, по моему мнению, учесть. И для иска, по-моему, там не совсем экспертиза нужна. Нужен акт обследования. То есть экспертизу назначает судья или следственные органы. Они назначают экспертизу. И в этом случае это все должно либо ту сторону, которая будет повинна
заставят оплатить экспертизу и так далее. Вот нужно идти по направлению акта обследования, который бы подтвердили соответствующие организации, которые имеют доступ к СРО, к примеру, да? Так что, ну, у нас страна советов, у нас как бы это... Анатолий, я не говорю, что ты выступишь подрядчиком, абсолютно этого не утверждаю, потому что ты прежде всего работник кинематографа, да? Но ты имеешь, скажем так, практику, имеешь опыт примерно... Вот устранение таких ошибок в случае у Елены примерно сколько может стоить? Примерно, да? Примерно... Навскидку. Навскидку где-то не меньше 150. Это Хотя это с учетом того, что у нее есть батареи, там, ну, все есть. Просто Кроме переделка. Это только материалы, допустим, трубы там, туда-сюда, все это вот. Ну, еще плюс работа же. Это, плюс работа. да. Ну, в районе до 150, скажем так. Где-то так. Ага. Где-то так. Ну, примерно вот ориентироваться надо примерно на эту сумму. Плюс еще нужно менять... Я сейчас вот перебью, да, я сейчас пока не знаю, вот как посоветовать Елене, да, потому что на электрокотле что-то делать, например, вот, ну, даже при том правильном оснащении вот этого, да, как бы реконструкция системы отопления, котел может просто не вынести. Условия дефицита. Дефицита, потому что дом еще надо будет экспертизу проводить, да, почему он холодный при таких температурах, да, может он вообще тоже неправильно построенный там или где-то пропускает. Даже если котел мог бы вывести Идеальных условиях. Да, идеальных условиях, то здесь непонятно совсем ничего. Но я намеренно пока не спрашиваю, кто строил там, кто это делал, потому что со мной советуются очень многие, да, проектные организации, строители, которые делают это. Но допускаю, что даже, возможно, это могут быть знакомые люди. Есть такая опасность. Просто я вот отношения, да, просто отношения. Вот, может, люди старались, и действительно. Может, люди как-то все-таки это хотели сделать, но сейчас такая ситуация, что непрофессионализм преобладает вообще над всем этим, над финансовыми этими, потому что когда люди не знают, что делают, вот такая ситуация и получается. Потому что вроде как бы правильно все делается, но случаи одинаковые не бывают. Они все разные. Каждый дом по-разному. Ну, как и люди, да, вот мы все. Вроде как все одинаковые. У кого-то там анемия, у кого-то давление большое, у кого-то там болячки всякие. Также и дом. Его, когда делаешь, уже надо учесть все уровни, да, все как, из чего он построен. Очень много факторов по котлам, да, или это электрик, или газ, который преобладает, или это твердотопливный. Вот твердотопливные, вот посмотрите в деревнях, вот в основном они есть, да, там система какая, совершенно другая, там совершенно другие размеры труб, диаметры труб. Там ставятся гидроаккумуляторы, да, если вот перешли на вот современные батареи, там, трубы, потому что твердотопливный котел, он требует большого объема воды. И если у тебя совершенно новые батареи, вот алюминиевые, трубы пластиковые, да, это придется где-то его компенсировать, увеличивать объем. Гидроаккумулятором. Да, гидроаккумулятором. Это где-то твердотопливный котел, он нормально работает где-то больше 400 литров. Если у вас меньше, уже это есть опасность его закипания. Ну, у ней где-то порядка 150-180. Ну, где-то 200, наверное. 200 литров, да. Любой твердотопливный котел очень быстро может его перегреть. Лена, а гидроаккумулятор — это такая бандура, которая, ну, скажем, еще уменьшит габариты вашего скромного гаража, да? Это литров на 80, на 180 даже емкость металлическая. Ну, видели, да, вот как тены. Меньшего размера, большего размера, чем который у вас в санузле стоит.
Поэтому вот есть мнение, да, вот люди говорят, пожилые там, да, вот если у вас твердотопливный котел, то надо ставить чугунные батареи, там трубы металлические, просто не объясняя, что вот именно вот так надо. А это же основа, да, когда вот чугунная батарея имеет больший объем. Трубы металлические имеют тоже больший объем. Они греют по периметру, не как пластиковые, да. Вот это совсем отдельная тема, которую мы сейчас просто не сумеем его раскрыть. Поэтому мы, ну, с Дмитрием-то мы работаем над этим, пытаемся как-то это вскоре какие-то передачи выпустить, может быть, даже книгу выпустить, вот разговоры есть. Но это очень большая проблема, когда просто человек не знает, да, вот потребитель, клиент, вот, не знает, куда ввязывается. Ну вот Елена боевой человек, она вот просто как... Она вот решила, пошла и вот сейчас воюет, да, как бы не с застройщиками, а просто она сама с собой, вот со своими этими, да, вот она пытается решить. Она пытается воевать с Котловым там уже. Я это имею в виду. А то, что юридическое, вот да, это очень большая проблема у многих. Это вот, ну, я не знаю, как с этим бороться. Ну, тут однозначный совет давать очень тяжело. Да. Еще раз, каждый случай индивидуален. И я смотрю, у вас среди тех, кто одобряет ваши действия, очень много и юридически подкованных людей, во-первых, да? Во-вторых, людей, которые имеют опыт определенных действий и инженерного плана в том числе. Ну, я соглашусь со многими. Хайпа тоже многовато, да? Но это, скажем так, сопутствующее явление, которое, ну, придется просто перенести. Дело в другом, что среди вот этого всей шелухи, да, вот этих криков, возможно, каких-то эмоциональных порывов и так далее, увидеть корневину. Может быть, советовались с очень многими людьми, да, и каждый наслаивал вот эту вот ошибку на ошибку, и получилась вот эта каша, которую... На самом деле, еще раз, был бы проект, да, Лен? Был бы проект, инженерный проект, да? Все было бы легче. То есть шли бы по проекту, вот где здесь ошибка вкралась, можно было посмотреть на бумаге. Вот здесь, допустим, обратный клапан отсутствует, а надо было его поставить, к примеру, да? Вот, бац, определенное действие, и проблема опять не устранилась. Так, смотрим дальше, где еще у нас это? Вот здесь почему гребенки нету, да? Но абсолютно прав с Анатолием и с его эмоциями, когда он вчера увидел и просто покачал головой. Твердотопливники бывают разные. Но я просто не хочу, чтобы предприниматель, мама маленьких детей, да, и так далее, в 3 ночи сидела и рубила топором уголь. Ну, придется, что делать? Нет, это не дело. Ну, есть же совершенно различные механизмы. Механизмы социальной газификации, механизмы там каких-то субсидий и так далее, когда все-таки... Но явление энергодефицита, да, оно повсеместно. В Сайсарах есть. Вот вместо 220, допустим, на однофазке подают 180. Абсолютно это повсеместно. То есть надо изначально рассчитывать на то, что все у нас будет не как у людей. У нас кто-то заедет в столб, обрушит опору, да, электроэнергии не будет 6 часов. Надо рассчитывать на то, что уголь кончился тупо, да? То есть возможность отопления там, поленьями и так далее тоже рассчитать. Вот тяжесть ситуации в чем, да? Я вот сейчас сижу, думаю. Тяжесть... Просто обвинять Лену, да, в том, что она просто, сломя голову, побежала всю эту идею свою... Не, никто не обвиняет. Да, это как-то, да, вот человек должен мечтать, человек должен что-то делать, да, идти к своей цели, да? Я тоже хочу, чтобы у меня дом с гирляндами был посреди. Нет, он и есть с гирляндами. Он и есть же. Да, она почти добилась цели. Меня удивляет вот отношение, да, когда, ну, к своей работе. Обычно мы, когда делаем, мы же 2 года обслуживаем практически. Вот спрашиваем по телефону, как, что и как. Если что, пытаемся решить вместе, чтобы конфликтных ситуаций не было.
Бывают ситуации, да, бывают разные люди. Допустим, есть, которые вообще молчат, ничего не говорят. Есть, которые, да, вот как Елена, они такие вот, да, прямо. И тут вступает какой-то такой странное явление, что взаимоотношения у нас совершенно вот чисто по бизнесу. Вот. Люди не дорожат своей работой. Вот сделал и пропал. Вот такого не... Я вот этого не понимаю. Потому что это же твоя работа. Это же... И тем более, да, вот тем более. Ладно, там полная семья, там отец красавчик, все он умеет. Показал ему раз, можно пропасть там и забыть про них, да? Человек, семья. Но когда ты видишь, что здесь не полная семья, женщина одна практически с пожилой матерью, я бы, возможно, вообще отговорил бы какое-то время вообще не вселяться, пока все это вот не решится, да. Я бы просто отговорил, наверное. Хотя я бы не получил бы тех денег, да, допустим. Но я бы пытался отговорить, вот, Лена, ты просто вот зимой рискуешь, ты просто не сможешь вытопить этот котел. Или... Но у меня на практике вот нынче тоже отговорил людей переселиться на зиму. Хотели, давайте вот нам жить негде. Ну, вы же где-то жили пока. Вот давайте, но это будет перерасход средств. Вы сейчас, вот они хотят, вот газ будет в следующем году, а мы хотим нынче котлом. Но это вот получается электрокотел, надо закупать, все это оплачивать и не жить практически, да, когда не хватает тепла, в холоде, в голоде. Но очень такой случай, я вот даже не знаю, как с этим бороться? Нет. Что советовать, не знаю. Толя, ты прав. 80% мечты уже осуществлено. Гирлянды включены. Да. Да, работают исправно. Новый год ты в своем доме встретилась. С красивой елкой, с большим телевизором. Нет, дом красивый, в принципе, вот оформление. Дизайн, женщина со вкусом. Это все вот просто глаз радуется. Но вот когда ты заглядываешь в коммуникации там... Или в комнату с минусовой температурой. Заходишь в комнату с минусовой температурой, тут, конечно, очень это... Ужасно. Печально. Я обещаю, что мы, в том числе и команда телеканала «Якутия-24», будем, ну, по крайней мере, краем глаза, то есть не просто позвали, вот давай на твоем хайпе наберем просмотров, да, мы будем следить за развитием ситуации и к чему придет вот этот вот, ну, довольно распространенный, потому что, еще раз говорю, явление типичное. Таких же неудовлетворенных качеством постройки людей оказывается очень много. И оказывается. Никто и не еще говорит. раз, Лена и такие же люди, которые попали в такую ситуацию, они занимаются тем, что устраивают антирейтинг тех компаний, к которым ни в коем случае нельзя обращаться. А в условиях, еще раз, законодательной отсутствия защиты тех людей, которые в ипотеку строят ИЖС, это, наверное, единственный шаг, который они могут себе, ну и судиться, конечно. Так что следим за ситуацией. И я очень хочу, чтобы эта зима для Лены, для ее матери, для ее детей, она кончилась благополучно. Действует? Да. Да, заканчивается. Ну, еще раз, пик морозов, он уже как бы относительно пройден. Дальше, может, будет легче. Ну, а следующий летом просто не отдаляйся от нас, и, если что, просто набери. Кто там будет исправлять, как и какие решения там и так далее. Ну, все это дело будем следить. Это программа «Один из нас», и одна из нас, Елена из Хатас, она стала героиней благодаря, может, своему импульсивному характеру, эмоциям. Но они, по крайней мере, искренние. Они настоящие, они наигранные там, или лишь бы где-нибудь там
нагрести денег. Увидимся.